соперника с победой. Мы перед игрой неожиданно столкнулись с потерей нашего ведущего игрока Георгия Кантария. Поэтому пришлось вносить какие-то коррективы. Те коррективы, которые мы внесли, они сказались на игре в первые 15 минут, где мы не то чтобы отдали инициативу сопернику, а не хватило нам агрессивности, не хватило нам игрока в центре поля. Потом вернулись в игру и хорошо вернулись, провели хорошо начало второго тайма, где могли забивать. Ну, не забиваешь, ты забиваешь, тебе пропустили контратаку, поэтому такой на сегодня результат. Пожалуйста, есть вопросы? Да, Слава. Вячеслав Милуцкий, белорусский футбол. Насколько долго вы был в Катаре? Ну, у него получил отравление, поэтому насколько оно будет серьезно, я думаю, может в следующей игре будет готовиться. Вместо нападающего Марушича вышел на замену защитник Мурачев. Почему так решили? Ну, если вы видели, мы хотели усилить давление за счет того, что Легчевина перевели в опорную зону и выше подняли Забелина. Все-таки позиция Забелина не совсем опорный полузащитник. Он играет 10-го номера, поэтому мы тут не двинули выше Забелина, чтобы он, может быть, с Ковалем сделал какие-то взаимодействия. И хотели, чтобы в центре поля у нас не было провала, потому что центр начал проседать во второй половине второго тайма. Хорошие 20 минут с нашим исполнением, точнее до второго забитого гола. Потом ужасная концовка первого тайма, посредственное начало второго и, в принципе, уже с середины второго тайма тоже достаточно неплохая наша игра. То есть, в принципе, считаю, что все равно закономерно. Пожалуйста, Слава. Вячеслав Милуцкий, белорусский футбол. Почему заявки отсутствовали Филипенко и Драгун? Остался небольшое повреждение после игры со Славой на кубок. Егор тоже там определенный дискомфорт чувствовал. Мы решили, остался в любом случае, надо было дать паузу. Егору дали ее, в принципе, в какой-то степени искусственной, но и дали возможность просто проявить себя Якову. То есть, в принципе, технически все. Вы на прошлой пресс-конференции отмечали, что не очень хорошо подготовили команду. Как оцените сегодня готовность? Ну, среднюю, уж не забывайте, мы все равно играем чуть больше, чем, допустим, сыграл даже наш оппонент. У нас было меньше времени на восстановление, соответственно, подготовку, поэтому с учетом того, что в конце смогли добавить, то значит физически выглядит нормально. А вообще, если брать в общем, сколько нужно времени, чтобы выйти на пик формы? На пик формы. Все зависит от многих обстоятельств. Если вы говорить от игры к игре, то минимум нужно 48, а то и 72 часа на восстановление, потом еще процессы, которые связаны с тем, чтобы команду подвести в более оптимальной кондиции. По большому счету, то время, которое у нас было, мы в большей степени там восстанавливались, и буквально чуть-чуть у нас была возможность подвести. Сегодня дебютировал Яков Филиппович. Оцените его дебют. Ну, не считаю, кроме одного эпизода, считаю, что выглядел он очень хорошо. Он вышел на позицию Филипенко. Вы его брали именно на левого центрального защитника или это обстоятельства? Мы брали его как центрального защитника. Не обязательно левого центрального, он в принципе правша, поэтому в любом случае для центрального защитника большое значение имеет, какая у него сильнейшая нога. Но с учетом того, что он играл на этой позиции, мы понимали, что он легко сможет адаптироваться к ней. Поэтому на любой из двух позиций, или даже при условии, что нам нужно будет перестроиться внутри центрального защитника, он может сыграть. Мукам хорошо вышел на замену, но на флангах Стасевич, Нехайчик. Может, его в центре поля планируется попробовать, если еще будет? Можно исполнять. Дубаевич вышел впервые за долгое время, забил, использовал ли он свой шанс? Ну да, то есть те качества, которые он обладает, целенаправленно его ставили в эту игру, то есть знаю о том, что он 100% принесет пользу. Единственное, я думаю, что он должен позабывать Лапича.
А так вот Лидов достаточно неплохо со своими обязанностями справился. Есть еще вопросы? Давай. Футбол Беларуси Шугаева. Кирилл Петрович, в середине первого тайма вы о чем-то говорили с человеком, который ответственен за Болбоев. О чем вы говорили? Он убежал там? Я попросил, чтобы он поговорил с мальчиками, чтобы они максимально быстро отдавали мяч Денису Щербицкому, чтобы у того было больше вариантов при начале атаки, чтобы мы смогли быстрее начинать, потому что, как нам показалось, как только наш соперник завершал свои атакующие действия, они достаточно долго перестраивались. То есть, в принципе, на это мы обратили внимание, поэтому нам нужно было максимально быстрый ход. Но мы, к сожалению, не смогли этим воспользоваться. Последний вопрос. Игра команды значительно преобразилась в лучшую сторону. Ну, когда мы увидим лучший батэ, лучшее по исполнению команды, всегда обязательно. Мы будем стараться и все сделать для того, чтобы совершенствовать свою игру и, соответственно, приносить радость нашим болельщикам и вообще, в принципе, зрителям.